В день празднования Конституции Республики Казахстан Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых открывает выставку из фондов под названием «Мы все разные, но вместе один народ». Мы – многонациональный народ Казахстана, объединенный общей судьбой на этой земле. В слове «мы» миллионы «я». Каждое «я» – отдельный мир со своими достижениями, целями, планами, мечтами. Выставка «Мы все разные, но вместе один народ» – это некое повествование о времени, о людях, о судьбах. На выставке представлен очень интересный и при этом самый сложный жанр в искусстве – портрет. Он позволяет увидеть целый образ человека, его внешность, эмоции, чувства. Мастера переносят на полотно не только внешнее сходство, но, что гораздо важнее, внутреннюю сущность человека, передают атмосферу времени. В числе портретируемых люди разных возрастов и профессий, известные личности и те, чье имя мы никогда не узнаем, но все они – наши современники, казахстанцы. В экспозиции представлены 21 живописных работ из фондов музея 15 авторов. Эта выставка объединила великолепных казахстанских мастеров портретного жанра. Среди них уже ставшие классиками казахстанской живописи Дулат Алиев, Магавия Аманжолов, Айша Галимбаева и другие. Первая профессиональная казахская художница Айша Галимбаева – народный художник Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Чукана Валиханова. Работа, представленная на выставке «Автопортрет», отражает характер живописных исканий художницы. Она стремится к большей живописной свободе, декоративной выразительности цвета. Перед зрителем молодая, красивая женщина в нарядном малом платье с черным кружевом по вороту. Внешне спокойная, чуть задумавшаяся она смотрит в сторону, слегка улыбаясь. В образе художницы ощущается трепетная взволнованность, что выдает алый румянец. Создан очень обаятельный, выразительный образ, проникнутый женственностью, мягкостью, таинственностью. Образный мир известного казахстанского художника-живописца Дулата Алиева многослоен и многозначен. Вглядываясь в своего современника, простого человека, мастер находит присущие только ему лаконичные и выразительные средства, чтобы передать внутренний мир человека, богатство его чаяний и помыслов. В моих картинах я такой же странник, как и многие, и живопись для меня – средство познания жизни. Главный герой в моих картинах – человек. Я обнаружил, что я его очень люблю, признается Алиев. Портрет Ольги Майбухаметовой создан со вниманием к модели. Уроженец Карагандинской области Аманжолов Магауия – живописец, член Союза художников СССР. В произведении «Ах, Дарига» изображены парень и девушка, идущие босыми ногами по земле в сопровождении пары лошадей. Молодые сдержаны, между ними нет ярко выраженных чувств. Молодые люди идут навстречу своей жизни. Но что их ждет впереди? Почему в их образах такая взволнованность и беспокойство? Выбранный художником сюжет не дает ответов на эти вопросы. Холодный синий-коричневый колорит
подчеркивает напряженную атмосферу произведения. Али Джусупов – художник лирического склада, тонко чувствующий жизнь и красоту природы. Произведение портретного жанра – одна из граней творчества живописца. Им создана галерея портретных работ, в которых Джусупов стремился показать сложные, многогранные характеры людей. Многие произведения художника находятся в музее Казахстана и других стран. Отмеченные самобытным талантом картины Али Джусупова являются неотъемлемой частью духовной культуры Казахстана. Владимир Третьяков – живописец, ветеран труда, награжден медалями за доблестный труд. Работы Третьякова находятся как в музеях города, так и на панорамной выставке Союза художников Казахстана, в частных коллекциях Казахстана, России, Германии, Америки, Китая. Владимиром Третьяковым выполнено немало портретов своих современников. Это и мужские, и женские образы людей разных возрастов, характеров и настроений. В них мастеру удалось передать не только внешнее сходство, но и раскрыть внутренний мир и индивидуальность каждого портретируемого. Михаил Михайлович Беляев родился в 1925 году в Алашевском районе Башкирской республики. Но весь творческий путь и дальнейшая судьба художника были связаны с Семипалатинском. Портреты Беляева привлекательны и исполнены душевной теплоты. Чаще всего они названы именами позировавших – Жанат, Гульсум и другие. Но благодаря психологической насыщенности и достоверности слепка реальной жизни за этими персонажами видится облик всего поколения. В работе Гульсум представлено натурное изображение девочки-казашки. Художником создан живой и непосредственный образ. Открытая улыбка, искрящийся лучистый взгляд передают веселый нрав девочки. Гульсум широко улыбается, обнажая белоснежные зубы. Ее радостные глаза, наполненные неподдельным интересом, направлены прямо на зрителя. Произведение выполнено в традиционной реалистической манере, характерной для живописи художника 50-70-х годов. Гумар Искендерович Макаров – художник, живописец, член Союза художников Казахстана, отличник просвещения Республики Казахстан. В минуты отдыха и покоя изображена пожилая женщина. Мудрость, спокойствие и усталость читаются в ее лице. Пристальный, вдумчивый взгляд устремлен на зрителя. Произведения отличают острота восприятия натуры, глубокое понимание национального характера. «Бабушка» написана с портретным сходством. Однако это не столько индивидуализированный портрет определенной женщины, но прежде всего обобщенный образ, представляющий многодетную мать, ветеран труда, пожилую восточную женщину, наделенную большим жизненным опытом, спокойную, твердую, полную душевного равновесия и силы. Николай Иванович Яковлев образы современников пишет с любовью. Художнику интересна каждая личность, позирующая ему. Он пытается узнать, какой это человек, чем он живет, о чем думает. Перед зрителем предстает образ молодой женщины с модной прической, характерной для 60-х, 70-х годов XX века. Мастер изобразил ее погрудно в ярком красном платье. Задумчивые, выразительные карие глаза устремлены в сторону, но
Кажется, что вот сейчас, через секунду, она взглянет на зрителя. В портретах Валентин Христолюбов пытался раскрыть внутренний мир моделей, духовное богатство, особенность их характера. Жизнелюбивый, добрый характер художника помогал найти в каждом человеке светлое, настоящее. Мастер не ищет возможности распределения света и тени. Ему важно уловить настроение и внутренний мир девушки. Автору удалось передать спокойный, сдержанный характер человека. Шереметьев Григорий Тимофеевич родился в деревне Федорьевки Алтайского края. Художник много и плодотворно работал в разных жанрах. Большое место в творчестве мастера занимают сюжетно-тематические картины человека труда, что было характерно для искусства соцреализма. К таким полотнам относится и картина «Доярки», выполненная в 1980 году. Композиция Шереметьева строится как кадры из жизни работниц ферм. Художник показывает непринужденные позы и существенные черты изображенных, уверенных в себе, спокойных и занятых своим привычным делом. Они изображены на фоне стада коров и облачного вечернего неба. Перспектива работы создает ощущение бескрайних просторов, раскрываясь фигурами женщин. Максимально приблизив к зрителю главных героев картины, художник добивается передачи значительности их профессии. Характерная для художника манера письма в однородной розовато-сиреневой гамме объединяет героев, пейзаж и животных. В каждом из нас звучит своя молитва, своя музыка, свои обычаи и традиции. Но есть то, что объединяет разные народы и говорит на всем понятном языке. Это искусство. Искусство не делит по цвету кожи, разрезу глаз и вероисповеданию. Возможно, это и есть самая древняя религия мира, способная объединить человечество. И, наверное, только ей суждено спасти эту планету от зла, бесконечных расприй, конфликтов и войн, от тотального стремления человека к саморазрушению. Становясь средством передачи, искусство живет вне пространства и времени.